Сегодня в театре имени Галиаскара Камала открылся 7-й международный театрально-образовательный форум «Наурус», на котором будут рассматриваться вопросы театральной системы вне ее дислокации и среды обитания. Форум и фестиваль «Наурус» стали весьма притягательными площадками для выяснения отношений и обозначения проблемных вопросов. Напомним, что в рамках «Науруза» в Казани проходят и гастроли прославленного театра имени Евгения Вахтангова. Подробнее в материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. Гуру театрального мира России, критики, историки театра, актеры и режиссеры сегодня разговаривают на одном языке и дышат одним воздухом. Проблемы, которые будут подниматься и отвечать на многочисленные вопросы театрального процесса, волнуют тех, кто занимается лицедейством и не только. Главный виновник всех собраний и размышлений – время. Бывает и такое, что мы не видим тех людей, которые могут сделать, хорошо это могут сделать. Поэтому секции мы тоже разнообразны. Я бы не сказал, что только, допустим, по режиссуре какие-то проблемы. Есть и очень большие проблемы по художественно-постановочной части, тоже закулисные. Заведующие постановочных цехов, их тоже мало, их тоже нет. Их тоже нужно обучать. Это целая профессия, целые какие-то законы. Итак, один из перспективных молодых режиссеров Айдар Забаров, который поставил в столице уже не одну постановку, впервые станет руководителем секции, педагогом этого образовательного форума. Кстати, его спектакль «Я не вернусь» был показан на одной из сцен Вахтанговского театра, который в эти дни заканчивает свои гастроли в Казани. Я очень волновался, что именно такая очень сугубо татарская история про татарские деревни. Я думаю, как будет смотреть в Москве, близко ли для них. И пришли большие мастера, был артист театра Вахтангова, были мои друзья. Все говорили очень теплые слова. Как сказал авторитетный театральный деятель Александр Огарев, каждый все равно останется при своем мнении, а Казань по-прежнему профессиональной базой, где каждый сможет высказаться и наметить пути развития своего коллектива и способа существования как на сцене, так и перед ней. А вопросов в пандемийное и допандемийное время накопилось немало. Это и работа пиар-служб и зафлиты, в которых хромает на одну ногу, это и поиски театральной критики, это и пластические решения того или иного процесса. Люди собираются для того, чтобы как-то сверить часы, как-то понять, куда движутся наши коллеги. И что касается дефицита режиссеров, я его не заметил. По-моему, их много, и они разные, и они на любой вкус, и движутся разными векторами. Так что с режиссурой пока у нас, мне кажется, все нормально. Действующие лица. Помещик Шапчерыгин, 60 лет. Взгляды отсталые, лицо значительное. Его сестра Конкордия Ивановна, 65 лет, со следами былой красоты, манеры аристократические, пьет водку. Дмитрий Пивоваров, Максим Малов, телеканал «Эфир».